Ачиша тешен письмо, когда сейчас шеломач. Юрта карпонтаса индины. Будет только оспонден туйна гижны письмоса. Крепыта жмита покала. Тенат Степик. Привет с фронта. Папа, получил от тебя 3 письма с нехорошим известием. Ну ладно, мы с тобой не заплачем, а гитлеровским бандитам постараемся отомстить. За брата Серафима я убью 10 немцев. Сейчас живем в землянке на передовых. Тепло и хорошо. Условия тебе известны, фронтовые. Мы занимаем одну деревню за другой в Московской области. Скоро вступим в Смоленскую. Папа, будет очень хорошо и радостно, если вы будете чаще писать письма. Письма ходят быстро, пусть пишут письма ребята. Генка, прошу сообщить о сестре Таисии и брате Косте. Дорогой отец, так как вас ранили, то я за вас отвечу немецким гадинам, не жалея сил, крови, а если потребуется, и жизни. Покажем перед Родиной класс, отвагу и мужество. Но, дорогие родители, у меня много писать нечего. Пишите письма почаще, по этому же адресу. Только еще одно дело. Если будет возможность, то я еще пошлю перевод 200 рублей. Пока. До свидания. Пока жив и здоров. С приветом, ваш сын Ваня. 28 февраля, 10 часов вечера, 42 года. Отпущено мое письмо, находясь под фашистскими пулями. До свидания, дорогие родители, папаша и мамаша. Ей 15 нет. Девчонка, невысока и очень худа. Письмоносица, почтальонка, по прозванию Нюрка беда. В зной и в слякоть, метель со стужей, сумкой кожаной наперевес. Разнести Нюрке почту нужно по 5 деревенькам окрест. Дома 2 младших братишек. Мать болеет почти уж год. Слава Богу, отец с фронта пишет. Ждут и верят, что он придет. Он придет, и все будет как прежде, как в далеком вчера. Не лиши только, Боже, надежды. И опять на работу пора. Ребятишкам картошка в печке. Ей с утра с сумкой наперевес. А что впроголодь, бегать легче по 5 деревенькам окрест. В деревнях старики да дети, бабы в поле то сеют, то жнут. Почтальонку вдали приметят и с сердечной тревогой ждут. Треугольник, живой, удача! Коли серый казенный конверт, замолчат, закричат, заплачут, и померкнет в глазах белый свет. Защемит у девчонки сердишко от людского горя и бед. Тяжела эта сумка слишком, если там от беды привет. Вести черные, похоронки, горя горького череда. Письмоносицы, почтальонки, без вины дали имя беда. Малолетка еще, девчонка, только в косах полно седины. Письмоносица, почтальонка, разносящая вести с войны. Естен героєз. Мене прадеда тоже герой. Менчим прадеда Шуан и Кудымов Петр Иванович.
Шогмысия 2 июля 1920 года. Ютинский район, деревня Пашина. Война в Эмунис. 23 года в 1943 году. Гортен Воктыс 1946 года. Менем сыйлы свищталысы деда и бабы. Ния сые радейтаны и вспоминайтаны буркылан. Мен округен кольчисы участники войны, но не аеча. Мой прадедушка участник Великой Отечественной войны. Благодаря ему мы живем сейчас. Каждый 9 мая мы стараемся собраться в дому Кингортон. Конечно, гордимся от нас, по району, это участник войны тогда. Все уже 94 года, они что себя боек пришел. Сначала ирбитами муны, потом вот это всю Карелию с боями прошел. Сейчас после ранения по Второй Белорусской фронт. Дания армия воема, зачин вот фотографировали, да, датский остров Борнхольм. Вот це остров мы воем. Сетен миян ротас, асваном, вот эта рота целиком вой, ну вот Шульгин, Мухацаме Тарабун, Молдования войся. Молдования сперва нянься таса шубкаса. Попробуй больше, сразу город-то крал. Не крала все, а потом вивається, що і сидже, нянься нема був. Молдования остальные, кто немец не сдавался, а меня нас еще перебрасывали. Раз, я только жамунима, меня нас кажется, чуть-чуть бешитесь зерис. И на митинг. Но на митинг, а мы вы дежурный по части сержантский состав, Мегмун, а мы вы это дружок, супруг деревни Климов, Пашка. Вот ці муни самі вовктися радо, будеш шапка, шубкани, спотка звіше шубкани. Бешва ми возьму. Германия капитулировала. Но мы капитулировали, я не понимал себе, вовки это куты. А чим ще дасть воротаємося, ми ще капітали, Германия що здався конець війни. Кажіно, одна буде з друзья воюем на фронте. Вот это Тошульгин, это Борисов, это Ларионов, кажется, Шишакой Уванжа Джимми. А мы вот вверху, то. Это чисто юбилейная еще медаль. А за отвагу каково военная. Вот, за отвагу вот это. Птица тройка почтовая, по Волге матушка зимой. Ямщику нила напевая, качает буйной головой. Ныне важен петис вот этим энциклопедия «Пермский край в Великой Отечественной войне». Вот этим же книга
Мы вообще-то ведены они о Коми-Пермяцком округе. Коми-Пермяцкий округ в годы Великой Отечественной войны. Это история всех предприятий, учреждений и организаций и более 600 человек персонала и участников Великой Отечественной войны, уроженцев Коми-Пермяцкого округа. С этим мы пыртим около 90 статей о Коми-Пермяках. Вот, например, Епанов Павел Федорович, Епин Ефим Павлович, этот генерал из Ильичи Белоевского сельского совета. У нас в Параме была одна женщина, звали ее Дарья. Гадала на картах, на спичках и на бобах. Я зашел к нему, значит, сначала он отказывается, он гадает это только не каждому, тебе ничего. Я еле уговорил. Она мне сказала, что ты будешь жил, останешься, будешь долго еще жить, будешь военный после окончания войны. С фронта ты вернешься. 9 февраля я был призван в ряды советской армии, как это добровольно. Я писал заявление, что меня отправили, значит, в Красную армию, потому что положение на фронтах Великой Отечественной было очень тяжелое. Березников отправили на фронт. И фронт только загнали в этом уже Полтавской области, как раз после Курско-Орловской битвы. Городом Кременчук форсируя, прямо с похода. Последний поход был таким тяжелым, что прошли мы за сутки 82 километра. И тот же день, утром прибыли в Днепру. В тот же вечер мы как пошли только наступление, переправились, и каких-то полчаса прошло, нас человек 30 это было, так переправились. Команды передают танки справа, как ПТРов там на правый фланг побежали. У нас никакой, кроме ПТР нет, одни только винтовочки. Только насаждение пошли на населенный пункт. Давай прилетели 3 наших самолета, и давай нас тоже полоскать. Сзади танки, пехота идет, а нас твоя же авиация обстреливает, бомбит. Меня ранило, по пилотке пошло пуля, значит, насквозь даже Потом уже я воевал в другом части после ранения. 7-й мехкорпус, 16-я мехбригада. И этой части я прошел боевой путь, освобождая Молдавию, Румынию, Болгарию, Венгрию и кончил войну с Чехословакией в городе Прага. Это мой боевой путь. Разных службских должностях. После Праги нашу часть обратно послали на второй, это Забайкальский фронт. Война с Японией. Войну там кончил уже Порт-Артур и Порт-Дальний, Кантунский полуостров. Прослужил я до 50-го года после этого. За отвагу, за Будапештскую операцию, за Прагу, за Болгарию, за Отечественная война с Германией и война с Японией. В армии тоже, когда в госпитале был, одним стариком, значит, пожилой, как колдун, рядом лежали, ты будешь счастливый, ты останешься жив. Так и получилось. У нас было признано около 32 тысяч человек. За годы войны погибло около 19 тысяч. И еще почти 10 тысяч до сих пор числится пропавшим без вести. Население Коми-округа, так же как и другие народы на территории бывшего СССР, внесли очень весомую лепту в общее дело победы. Всего за годы войны с 41 по 45 округ сдал
государству 123 тысячи тонн хлеба. Было сдано 8175 тонн мяса, 30 миллионов литров молока. Колхозами было сдано 20 800 тонн картофеля, причем из них 1500 тонн это картофель в сушеном виде. Сами ничего не ели, ни зернышко не брали, а груз довозили, ценнейший груз для нужд фронта. Помимо поставок продуктов, у нас в округе занимались тем, что производили необходимые вещи для нужд фронта. Например, на базе артели «Красный Подеревщик», «Красный Молот», «Пролетарка» у нас делались телеги, ящики для боеприпасов, шансовый инструмент, например, черенки для саперных лопаток. Делались лыжи. Не очень много, но все-таки широкие лыжи. Вот фотография 40-х годов. Здесь изображено гнутье осей под прессами. Ну, я думаю, оси изготавливаются для телег. Вот сборка телеги. Тоже фотография 40-х годов. У нас работали секретные предприятия. Если говорить о Гудымкаре, то в районе за нынешним Синим мостом было секретное производство горюче-смазочных материалов для автомобилей. Например, делался автол. Там стоял небольшой домик одноэтажный, и вот там изготавливался автол. В Юсинском районе было 2 секретных предприятия, где изготавливались материалы для авиационной промышленности. Например, делался шпон. Известный факт, сразу же, как только началась война, уже в конце лета, начало осени к нам пришло распоряжение о том, что необходимо развертывать эвакогоспитали. Всего за годы войны у нас было в округе развернуто 4 эвакогоспиталя, 3 в Кудымкаре и 1 в Ленинске. Еще были маленькие филиалы в Куве и в Юсве. Всего за годы войны было здесь размещено до 10 тысяч человек. Это, например, жители Смоленщины, жители Карело-Финской ССР, Подмосковья, Ленинграда, из Прибалтики люди у нас были. Также сюда было эвакуировано до 1500 детей, воспитанников из детских домов-интернатов города Москвы и Московской области. Часть людей после войны здесь осталась, особенно вот представители интеллигенции. Они остались здесь у нас работать в учебных заведениях и прожили до конца своих дней уже здесь, в Коми округе. Пожалуйста, помните о подвиге наших с вами предков, потому что благодаря этому подвигу мы сегодня живем. Проблема что количество участников войны только 9 человек в ОВС. И не уже с этим состоянием кар озверма мунна коллектива с вещтачне кыч вели на самом деле война вас кыч не ведензис. Ми шеяшнем, даже историки, специалисты не быдыс и даже не сидь уна тогда оказывается об участниках Великой Отечественной войны. Вот в частности, мы сейчас обнаружили, что еще 4 человека, 4 коми-пермяка были представлены к званию Героя Советского Союза. Они могли бы состояться героями Советского Союза, но поскольку это было уже к концу войны, вот с этим высокой звание уже считались осторожные. Мен семья тоже эмощ валиса участники войны. Вот это нам тесть, теща, это труженица тыла. Тесть был разведчиком, имеет вот орден славы и 5 медалей. И мы, конечно же, гордимся, помним и будем помнить, пока живы. Вот они чулали суна, они кадыс, 75 лет.
победе в Великой Отечественной войне. И, конечно же, сейчас мне около Керны БДС, чтобы сохранить все в памяти народа, в памяти прежде всего молодежи.